Как сообщает Комистат со ссылкой на республиканское МВД, с начала года и по октябрь зарегистрировано 14 186 преступлений, что на 4% меньше, чем в 2017 году. Было зафиксировано 3613 преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе 2236 из них на улицах. И, как утверждают представители органов правопорядка, таких преступлений могло быть значительно больше, если бы не современные системы видеонаблюдения, которые активно внедряются в нашей республике. Продолжит Алексей Корчма. Сыктывкар – центр оперативного управления. С 2009 года здесь по 12 часов в смену сидит специальный дежурный. На 70 камерах наблюдения у него как на ладони практически весь город. Любое ДТП, драка или уличное правонарушение не укроется от внимательных глаз сотрудника. Его напарник незамедлительно отправляет на место происшествия ближайший наряд, который он видит на мониторе компьютера благодаря датчикам системы ГЛОНАСС. Они все выводятся на монитор. И в случае поступления вызова он видит, какой наряд находится рядом, и непосредственно сразу с ним начинает работать и отрабатывать. То есть оперативность у нас отрабатывается. 147 камер, из них 116 в работе. Система «Безопасный город» развивается активно в Ухте уже второй год. Охвачены все основные городские улицы, а вот окраина пока без присмотра. Но уже скоро установят дополнительно 25 камер с улучшенной картинкой. У нас сейчас технологии настолько бурно развиваются, что момент, когда они были поставлены, установлены и переданы в муниципалитет заказчикам, были один подход к техническим характеристикам. Сейчас мы видим, что он явно проигрывает. То есть поэтому мы начали плавную политику по замене вот этих видеокамер. Вот то, что мы сейчас приобретаем, они уже позволяют и в ночное вечернее время, у нас преимущественно все-таки темное время бывает, более, скажем так, качественно видеть картинку. Хранятся записи 30 дней. Для стражей порядка порой эта картинка является важным доказательством для раскрытия уличных преступлений. За такими технологиями, говорят эксперты, будущее не только дежурных частей, но и всей службы. И, как стало известно уже сегодня, в Коми увеличится количество рубежей фото и видеофиксации нарушений ПДД. Эта информация прозвучала на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Республике Коми, где как раз и были рассмотрены вопросы реализации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». На данном этапе пилотными городами выбраны Сыктывкар, Ухта и Воркута. А следующим этапом реализации проекта будет внедрение безопасного города во всех городах и районах Республики Коми. Этот проект и тему правопорядка мы обсудим сегодня с нашими гостями. В этой студии заместитель министра внутренних дел по Республике Коми Владислав Мингела и член общественного совета при МВД по Коми Анатолий Чиканчи. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. В начале февраля этого года в Сыктывкаре вышли из строя 33 из 93 камер видеонаблюдения системы «Безопасный город». Как сейчас у нас обстоят дела? Действительно, данные камеры из строя вышли, но я думаю, что это временной процесс, потому что система «Безопасный город» на территории города Сыктывкара начала реализовываться 6-7 лет назад. Ну и, соответственно, наверное, ресурс подошел к камерам, и они отработали свой ресурс, и планово сейчас выходит из строя. Ну, соответственно, идет сейчас муниципалитетом замена данных камер на более современные технологии. А сколько по времени они служат? В пределах 6-7 лет. То есть пришло как раз в то самое время, чтобы в феврале... Ну, конечно, они же стоят на улице, круглый год под солнцем, под дождем, ресурс свой заканчивают, и, наверное, это ожидаемый результат, да. А температурные перепады каким-то образом влияют на это? Конечно, но в любом случае, устанавливая камеры, мы учитываем, чтобы они могли быть использованы, в том числе и на улице, конечно, при наших перепадах от минус 30 до плюс 30. В общем, к этому процессу вы, в принципе, были готовы. Конечно. Ничего критичного там не было. Обычно. Это самое главное. Мы работаем исключительно в прямом эфире. Сегодня обсуждаем тему правопорядка и его нарушения, что, конечно, не очень хорошо. И у нас есть уже первый звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, это, разумеется, звонок, который нами был запланирован. С нами на связи начальник единой дежурно-диспетчерской службы Воркуты Станислав Шакулин. Мы знаем и уже рассказали нашим зрителям, что эта система «Безопасный город» у вас работает. Как давно? Она у нас работает с 2015 года. У нас Воркута вошла как пилотный проект в зону, по зоне «Безопасный город». В 2012 году компонент данный был у нас уже введен в опытную эксплуатацию. И с 2017 года мы перешли на опытно-промышленную эксплуатацию.
Вот. В настоящее время в рамках муниципальных программ целевых с 2011 года на территории города установлено 38 камер видеонаблюдения, которые выведены на пульт оперативного дежурного ЕДДС и МВД России по городу Воркуте, которые взаимодействуют непосредственно с системой АПК «Безопасный город». 38 камер, я услышал. Были ли у вас какие-либо нарекания в отношении их работы? Были, да, потому что камеры в последнее время уже, как было сказано, выработали свой ресурс, по большому счету. Поэтому в данный момент у нас планируется расширение этого сегмента. То есть в районе в период 2019 по 2000 год планируется добавить 65 камер и 5 комплексов автоматической фиксации рубежей. Я не знаю, есть ли в процентном соотношении, но, может быть, есть какая-то определенная статистика тех правонарушений, которые были выявлены как раз с помощью камер видеонаблюдения? Нет, в данный момент такой статистики у нас нет. Но достаточное количество или нет, по-вашему? По-нашему нет, надо добавлять. И сколько вы планируете добавить, еще раз напомните нам? 65 камер. Плюс все. То есть будет 100 камер? Да, более 100 камер. Более 100 камер, отлично. Спасибо вам большое. Как вы считаете, для Воркуты достаточное количество? Вполне достаточно. Наверное, мы перед собой, вот уже имея практический опыт работы в Сыктывкаре, в первую очередь ставим задачи и понимаем, что мы в онлайн-режиме не сможем, конечно же, реагировать на все. Но при необходимости мы можем вернуться к тем или иным событиям, которые происходили чуть поранее, как говорится, отмотать пленку чуть-чуть назад, и восстановить события и разобраться по конкретной ситуации. В том числе и, может быть, где-то помочь гражданам в решении вопросов, которые именно не связаны с правопорядком, а по другим сферам жизни. Анатолий Васильевич, вот смотрите, человек, который совершает преступление в общественном месте, он заранее, но если он не совсем глуп, понимает, что его видят, и, возможно, это не камера, это просто есть какие-то очевидцы, свидетели. Что заставляет человека, находясь на открытой местности, в городской среде, так вести себя? Я думаю, что это не совсем адекватные люди. Обыкновенно или какая-то бравада у детей, или состояние алкогольного опьянения, может быть, наркотические свойства, может быть, что-то вот прям сподвигло, и нужно вот срочно что-то вот сделать. Поэтому я думаю, что это просто какой-то сиюминутный порыв, потому что когда над тобой висит неизбежность наказания, то есть человек, его вот эта неизбежность наказания, конечно же, его сдерживает. Вот. Поэтому я думаю, что видеофиксация, она очень положительно сказывается на профилактику правонарушений. Хорошо, раз уж мы начали с вопросов поддержания общественного порядка, какова тенденция? У нас больше или меньше вот таких общественных преступлений, скажем так? Преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, в принципе, где-то эти преступления составляют в пределах 20% от общего количества зарегистрированных преступлений. В принципе, как бы в пределах вот этих 20% данная цифра и держится. Могу здесь, как бы, Анатолий Васильевич, поддержать, сказать, что вот именно если мы говорим о противоправных деяниях, которые происходят на улицах, как правило, это 90% это стихийные происшествия, правонарушения, которые вот случились здесь и сейчас и заранее не планировались. Это то, что касается улицы непосредственно. Поэтому я не думаю, что здесь как-то правонарушители заранее планируют, где совершить преступление на улице, чтобы выбрать место, где нет видеонаблюдения. Это не то. Ну, иными словами, это самые неумные преступления, если там их вообще можно. В состоянии эффекта. Хорошо. Если 20-30%, какие вопросы тогда остаются главными на общественном совете при МВД? Вы же говорите не только об этом. Ну, я думаю, что это все-таки воспитательный больше вопрос, чем какой-то вопрос обогащения какого-то, ну, чтобы человек обогатился. Тут надо воспитывать население именно с точки зрения там, патриотизма и таких вещей, которые ну, составляют целостность всего как бы, ну, человека. То есть ну, честность, доброта, там, такие вещи, они базовые, общечеловеческие, базовые, да. И действительно мы говорим о том, что как бы, люди в состоянии эффекта выполняют вот какие-то неправомерные действия, там, что-то, может быть, случилось, там, ну, и так далее. То есть это незапланированные вещи, и здесь, ну, как метеорит упал, и все. И с этим фактически ничего не сделать. сделаешь, Превентивно да. ничего не сделать. Да.
Но вы, тем не менее, ходите в рейды. Да, конечно. С чем вы сталкиваетесь? На что вы обращаете в первую очередь внимание? Вот последний у вас был не так давно. Ну, прежде всего, в основном это пьянство, конечно. Это неблагополучные какие-то условия жизни. Люди начинают потреблять алкогольные напитки, соответственно, где-то забывают выключить плиту, где-то не досматривают за своими детьми, в результате чего дети предоставлены сами себе, и, соответственно, здесь уже вступает подростковая преступность. Вот в основном это все такой, будем говорить так, неизбежности какой-то. Вот, поэтому здесь в последнем рейде столкнулись с тем, что люди берутся за ум, и у нас был такой случай, что женщина, уборщица дома, она взяла на себя функции человека, который следит за порядком, и она взаимодействует с участковым, милиционером и полицейским, извините, и, соответственно, и следит и за чистотой, и появились и цветы, и появились детские игрушки, и раскраски, и библиотека такая. Вот, и, в принципе, женщина вообще молодец. То есть активная жизненная позиция, она в любом случае помогает вылезти из той ямы, в которую люди иногда попадают. Но, к сожалению, всем мы помочь в данном случае не можем. Не каждая женщина сможет так серьезно заботиться о чужом ребенке, хотя говорят, что чужих детей не бывает. Но вот если мы заговорили о подростковой преступности, что у нас с ней? Если сравнивать показатели прошлого года, то уровень преступности несовершеннолетних немножко снижается, но тоже держится примерно в общем фоне, точно так же. Но на никаких всплесков у нас нету, это такое плановое снижение без каких-либо колебаний. Угу. Ну и вот оговорка, может даже не оговорка, сейчас случившаяся недавно, она как раз очень, как мне кажется, кстати. Реформа полиции как-то сказалась на количестве совершаемых в общественных местах преступлений? Давайте начнем с того, что реформа полиции была в 2011 году. Давненько, да. Давненько уже. Но процесс фактически 6-7 лет назад. 7, но она же лет. не за год, мы с вами знаем. Конечно. Наверное, здесь можно сказать так, что мы, как министерство, которое реформировалось, все-таки старались выстроить работу, чтобы для граждан это было просто минимально заметно, и чтобы люди не почувствовали что-то изменение в плане обеспечения правопорядка, своей безопасности. Конечно же, я считаю, основное, что вынести надо из этой реформы, к полиции, к нам, стали предъявляться совершенно другие иные требования. Например? Граждане хотят видеть в нас более, скажем так, качественную защиту, более чувственное понимание к проблемам граждан, более к предметному отношению. Оно же, как говорили в реформе, должна стать более профессиональная, более связанная с людьми. На этой фоне и были введены общественные советы. Основная задача общественного совета – это связать органы внутренних дел и общество. Общественный совет – это представители общества, не работающие в системе. И, соответственно, через общественный совет транслируются те настроения, которые происходят в обществе, в правопорядок. Соответственно, мы слышим, видим эти проблемы, слушаем, берем на вооружение и принимаем какие-то дополнительные меры. Хорошо, в таком случае, какой вид преступности остается пока главной болевой точкой республики? Стабильно, это имущественные преступления, они в общей структуре занимают порядка 40%. Это как было до реформирования, так и после реформирования преступления против собственности. Это при том, что на комиссии это не рассматривался вопрос оборота незаконных наркотических средств, да? Это в отдельном ключе? Это отдельно очень большой блок нашей работы. Но в рамках этой комиссии вопрос не рассматривался. Хорошо, теперь мы поговорим в определенном ключе, когда граждане стараются помочь полиции.
Сегодня в Коме охраной порядка занимается порядка 28 народных дружин с общей численностью почти в 400 человек. Однако далеко не во всех районах они работают активно. Эксперты полагают, мотивации пока недостаточно. Тем не менее, больше 1000 выявленных преступлений и вдвое больше задержанных нарушителей. Вот результат работы дружинников только за 10 месяцев этого года. Добровольцы помогают полиции в охране порядка, участвуют в различных рейдах от инспекции торговых точек до выявления закладок наркотических веществ. Городские дружины обычно превосходят сельские по численности, но не по качеству. Вступить в дружину при этом непросто. Нужно подготовить целую кипу бумаг и иметь кристально чистую репутацию. Так что одного лишь энтузиазма для вступления здесь недостаточно. Привлечь активистов правоохранителям сегодня помогают муниципальные льготы. В Усинске, например, это абонементы на проезд, в Сыктывкаре, Усть-Вымском и Нижнепогосском районах бесплатный бассейн и тренажерный зал. Для муниципальных служащих дополнительные 2 дня отпуска. Но на самом деле есть еще к чему стремиться. На республиканском уровне мер социальной поддержки не так много. То есть, в первую очередь, это, конечно, оплата проезда во время осуществления полномочий народного дружинника. Этих сумм у нас выплачивается не особо много, но, соответственно, они есть. И в связи с этим Министерство юстиции хочет выйти с законопроектом и расширить эти полномочия, скажем, о дополнительных гарантиях. То есть компенсировать проезд и использование транспорта собственной, то есть собственной машины во время осуществления полномочий народного дружинника. То есть это поможет людям, выезжая на машине для места проведения патрулирования, ну, скажем так, сократить свои расходы на бензин. Да, тему работы народных дружинников в деле охраны правопорядка мы непременно продолжим прямо после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. На телеканале «Юрган» продолжаются детали дня. Сегодня мы обсуждаем тему правопорядка, потому что сегодня прошла большая комиссия на эту тему. И мы остановились на теме работы народных дружинников, поскольку она становится все активнее. И вот в Госсовете буквально на днях, на прошлой неделе, по-моему, вновь задумались о поощрении деятельности народных дружинников. Как вы оцениваете их работу в деле помощи в охране правопорядка? Ну вот так, честно. Добровольная народная дружина, она называется добровольная, как бы здесь вот и говорили определенные условия, что надо соблюсти. Ну, я вот считаю, что первое, это внутреннее побуждение гражданина должно быть участвовать в обеспечении правопорядка по своему внутреннему убеждению. Нельзя, наверное, здесь говорить, и мы не ставим задачу, что дружина должна подменять сотрудников полиции. Ни в коем случае мы должны выполнять свои обязанности, а через дружину, опять же, некая трансляция связи между органами внутренних дел и гражданским обществом. Дружинники те же граждане. Соответственно, выходя в патрули с сотрудниками полиции, органов внутренних дел, и сотрудники чувствуют себя немножко по-другому, больше ответственность за выполнение своих обязанностей. Их это отчасти дисциплинирует, а где-то и дисциплинирует это правонарушителей, когда видишь, что с сотрудником полиции есть еще гражданский человек в виде дружинника. И в ряде случаев это прямо дисциплинирует, и ситуация, может быть, где-то даже она спадает на нет. Так что вот такая помощь. Угу. Хорошо, я предлагаю поговорить с человеком, который непосредственно занимается этим видом деятельности. С нами на связи Антон Колесников, народный дружинник из села Айкино. Антон, здравствуйте. Антон. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте, вы нас слышите? Да, слышу. Замечательно. Расскажите нам, пожалуйста, страсть как интересно, с какими видами правонарушений вы вот лично сталкивались чаще всего? Ну, чаще всего это скорее, наверное, дети, которые занимаются, так скажем, вандализмом, ломают там детские площадки и так далее. То есть, это дети играют, они считают, что это игра, но на самом деле это серьезное дело, это серьезное правонарушение, на мой взгляд. Наши же дети играют на тех же самых площадках, которые сами же другие дети портят. Ну и второй вид правонарушения, который чаще всего встречается, это, наверное, на массовых мероприятиях, когда люди в состоянии алкогольного опьянения начинают вести себя не совсем адекватно и каким-то образом нарушают общественный порядок. Если мы говорим о детском вандализме, тогда в какое время суток, расскажите, пожалуйста, проводятся рейды
Потому что дети, наверное, в это время суток все-таки не находятся на улице. Ну, в рейды проходит разное время, стараемся, но в основном это вечернее время, где-то с 6 до 9, когда дети находятся уже на улице, гуляют. Ну, по крайней мере, у нас в районе, да, это достаточно, не то чтобы распространенная практика, но тем не менее случаи такие есть, и мне кажется, за этим необходимо следить не только когда ты находишься в рейде, и не только когда ты находишься сотрудником полиции, но и всем взрослым людям, которые достаточно адекватны, надо просто подойти, сделать замечания детям. Иногда этого хватает, чтобы остановить некие акты такие вандализма, некие моменты, которые можно предотвратить и избежать. Ага, я понял. А были ли моменты или ситуации, когда вот ваше личное здоровье в результате вот этой дружиннической деятельности, ну, было под угрозой, что ли? Ну, нет, не было такого. Как-то все разрешалось достаточно мирно. Не все решается кулаками, даже с достаточно пьяными и с людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, можно найти некий общий язык, уговорить и так далее. Особенно если ты сотрудник полиции. Поэтому мне пока ничего не угрожало. Все мирно, все благополучно. Ну, пусть так будет далее и впредь. Спасибо за общение вам. Дай Бог, да. Да, спасибо. Всего доброго. Скажите, пожалуйста, по-вашему, хватает полномочий народным дружинникам? Или их нужно как-то расширить? Потому что вот с поощрением метода собираются им расширить, а полномочия? Средства защиты, может быть, выдавать? Или в этом нет необходимости? Я думаю, что вот на сегодняшний день какая форма взаимодействия, их множество форм взаимодействия. Здесь нельзя только говорить, что это охрана общественного порядка в совместных патрулях. Дружинников привлекают к поиску конкретных людей, без вести пропавших, несовершеннолетних, к работе с сотрудниками ГИБДД возле школ, возле детских садов, когда идет профилактика дорожно-транспортных происшествий, какая-то разъяснительная работа. Вот именно использование в патрулях, и когда мы ставим вопрос, вы ставите вопрос о средствах защиты и так далее, от этого, наверное, максимально мы уходим, и это уже вот, сотрудники полиции для этого есть, когда происходит такая ситуация сложная, все-таки должны здесь заниматься специально обученные люди, имеющие специальную подготовку. Анатолий Васильевич, а вот вообще тогда нужно людям участвовать в этом всем? Ну, конечно. Я хотел бы вот немножко отмотать нашу историю и сказать про население. То есть сейчас вот идея какая, что население, люди смотрят на сотрудника полиции не просто как на человека, который что-то спасает, но они прежде всего видят в нем человека. То есть человеческий такой включается ресурс. И как раз вот этот дружинник, он как раз и вот это все сглаживает, потому что ни для кого не секрет, что там были 90-е годы, когда было отторжение сотрудников МВД, то сейчас наоборот, по каждой проблеме человек обращается именно к сотруднику. И дружинники, в принципе, это хорошая такая вообще идея. Вот, я думаю, что она должна развиваться вообще среди студенческой молодежи. Вот, и как можно активнее необходимо студентов к этому делу привлекать, потому что очень много энергии, очень много свободного времени, и они направить нужно все в нужное русло. Да, в нужное русло. Тем самым мы и убережем их от каких-то правонарушений. В первую очередь, да. У нас очень мало времени остается, но мы никак не можем не поговорить о безопасности дорожного движения, поскольку правонарушения в этом секторе остаются центральным вопросом. В Коми все чаще проводят внеплановые проверки. Последний раз ревизоры с представителями сразу нескольких ведомств массово вышли на дороги из-за резко возросшего количества ДТП с участием маршруток. За 30 дней тщательного осмотра проверили 150 автобусов, курсирующих по межрегиональным и междугородним маршрутам. С начала года только в Сыктывкаре произошло 39 таких аварий, в них пострадали 43 человека. Эти цифры превысили прошлогоднюю статистику почти в 2 раза. За время проведения таких проверок межведомственных
который проводится не реже 2 раз в месяц, было выявлено порядка 50 нарушений правил дорожного движения. А именно это управление транспортом с техническими неисправностями, отсутствие путевых листов, отсутствие карт водителя в тахографах у автобусов. Ну а кроме того, привлекаются еще и медицинские работники, которые обращают внимание на режим труда и отдыха водителей. Что же касается ситуации в целом по республике, как мы видим, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП несколько сократилось. Такую статистику нам приводит официальный интернет-портал ГИБДД. Но, тем не менее, почему же, в чем главная причина, почему не получается снизить аварийность в регионе на порядок? На порядок? Стабильность в этом вопросе у нас. Давайте, наверное, начнем с того, что цифры нам говорят о том, что за последние 7 лет у нас устойчивая тенденция снижения аварийности по республике Коми. В среднем, если за последние 7 лет взять, то это 10-13%. Вот такая шкала у нас идет вниз. Что такое учетное ДТП? Это ДТП, в котором пострадали люди. Это не внутренняя статистика Министерства внутренних дел, она складывается из цифр Минздрава, Министерства внутренних дел, иных органов, и она абсолютно точная и прозрачная. Соответственно, надо понимать, что прирост транспорта в республике тоже в пределах 5000 единиц автотранспорта прирастает. Мы говорим в год? В год. В год. Это же увеличивает интенсивность движения транспортных потоков. Соответственно, напряжение на дорогах растет. Если мы говорим о городах, а, как правило, у нас транспорт увеличивается внутри городов, то, наверное, развитие уличной инфраструктуры не совсем успевает за приростом автотранспорта. В общем, это примерно техногенный фактор фактически. Можно так сказать, но ситуацию в любом случае мы контролируем, и это целый комплекс мероприятий, просто глобальный комплекс мероприятий по снижению аварийности. Хорошо, уважаемые гости, спасибо большое. К сожалению, наше время закончилось. Я думаю, что тему безопасности дорожного движения мы на телеканале Юрган обязательно поднимем и не раз. Уважаемые зрители, вам спасибо за внимание и оставайтесь с нами. Всего доброго.